Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Внимание на производство и социальные объекты. У нас планы строительства школ. У тебя 2 школы будут, да, на следующую? Да. Детали рабочей поездки Рустама Минниханова в Набережные Челны расскажет Салават Мухаммадуллян. Большая газификация. По итогам 2021 года мы думаем, что это будет 1700 домов. Сколько домов Сабинского района сегодня бесплатно подключили к голубому топливу, расскажет Рамиль Галиулян. Боевая готовность к осени. Готовность, мы видим, остается у нас в 2 районах. Это Пестричинском и Заинском. Объекты здравоохранения Менделеевский и Азнакаевский. Когда в больницах и жилых домах дадут тепло, выясняла Юлия Гоголева. Уникальный мастер-класс по исправлению плоскостопия. Мы этим опытом готовы поделиться. Это очень сильно помогает коллегам сделать первый шаг в этом направлении, потом в дальнейшем эти методики, в общем-то, внедрить. Операционную методику увидела и Алия Хайрудинова. Молодые профессионалы Татарстана лучшие в стране. Бесценный опыт. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что же все-таки я могу. Как чествовали победителей национального чемпионата WorldSkills Russia, увидела Вероника Гайнудинова. Татарстанские КАМАЗы могут поехать по турецким дорогам. Об экспорте большегрузов, их перспективе на внутреннем рынке и развитии социальной инфраструктуры сегодня шла речь во время визита Рустама Минниханова на завод КАМАЗ. Также в Набережных Челнах президент оценил обновленный бассейн Дулкан и посетил производство по выпуску арматуры. На какие рынки может выйти челнинская продукция и что построит в следующем году в Автограде, расскажет Салават Мухаммадуллин. Армрестлинг, тяжелая атлетика, плавание. Теперь все это возможно в обновленных залах бассейна Дулкан школы Олимпийского резерва. В этом году здесь прошел капремонт, чтобы у будущих чемпионов были все условия для тренировок. К тому же, для мотивации теперь у них есть и фотография с президентом, а значит, планку опускать нельзя. Все изделия у нас сконструированы по нашим чертам. Сырье Тольятти-Дон Лабус, это специальный полиэтилен стеклосодержащий. Нельзя сбавлять обороты и в производстве. На заводе выпускают арматуру для воздушно-распределительных сетей. Они резиденты ТАССЕР. Сегодня Рустам Минниханов призвал компанию активнее работать как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Примерно 55-60%. Главным пунктом в программе Рустама Минниханова в Челнах стал городообразующий КАМАЗ. Президент осмотрел ход модернизации автоматических линий изготовления лонжеронов и окраски, а также конвейер сборки рам. Уже на встрече с работниками завода речь снова зашла об экспорте. Есть ли повод у нас по расширению горизонта экспортных поставок КАМАЗа? Сегодня очень активно работаем в Средней Азии. С Турцией у нас есть планы. Ну и вообще, наша страна сама крупный потребитель. С регионами, когда разговариваем, большие перспективы по пожарной технике. Мы этот вопрос тоже обсуждаем. Еще одной темой разговора с заводчанами стала социальная инфраструктура. Дети хотят заниматься спортом. Не могли бы вы нам посодействовать со стройкой понятно. спортивного комплекса? Мы сегодня посетили один комплекс, который отремонтировали. У нас планы строительства школ. У тебя 2 школы будут, да, на следующую? Да. Ну и по спортивным объектам тоже будем смотреть. Театр строится, инфекционные больницы. Как отметил президент, соцобъекты в приоритете. Только в этом году в Татарстане реализуются 44 республиканские программы, и в следующем объемы планируется сохранить. Салават Мухаммадуллин, Марат Хусаинов, ТНВ, Набережные Челны. В их домах теперь газ. В селе Юлбат Сабинского района сегодня запустили новый газопровод. Голубое топливо теперь появилось почти в 40 домах. Бесплатное подключение стало возможным благодаря республиканской программе. До этого жители пользовались только электричеством. Счета, как они рассказывают, доходили до 10 тысяч рублей. Всего в этом году по программе планируют газифицировать 1700 домов. Рамиль Галиулин продолжит.
Дома живем второй год. Наконец-то теперь у нас газ. Долгожданный момент в семье Гатаулиных. В их доме сейчас есть голубое топливо. Жилье большое и просторное, а греть приходилось электричеством. Порядка 10 500 выходило в месяц. Теперь, слава богу, все позади. Слава богу, газ. Думаем, что и будет... Будем платить поменьше. Голубое топливо в село Юлбат Сабинского района теперь поступает по новой магистрали. Длина почти 2 километра. Она позволила бесплатно подключить к газу 38 домов. Раньше с графика сдали объект. Объект должна была в 2022 году сдаваться. Появилась программа «Многодетные семьи». Согласно него уже за короткое время надо было обеспечить и водой, и газом, и дорогами, и освещением. Газопровод построил «Газпром Трансгаз Казань» по республиканской программе газификации. Она реализуется с 2019 года. Для того, чтобы на селе люди оставались, для того, чтобы шло развитие села в первую очередь, президентом республики было принято решение, чтобы бесплатную газификацию включить в программу 2019-2023 года. По итогам 2021 года мы думаем, что это будет 1700 домов уже газифицировано именно по программе бесплатной газификации. Газ – это тепло, уют, дает толчок к развитию. Когда подводится газ, начинает развиваться территория, то уже за развитием дальше уже модернизируются, кладутся новые сети, водопроводы. За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Помимо республиканской программы, по решению Владимира Путина в стране запущен проект социальной газификации. По нему от действующих сетей газ бесплатно должны подвести к жилым домам. В Татарстане «Газпром» уже собрал больше 1000 заявок. Подать обращение на догазификацию можно через портал единого оператора. Его адрес сейчас на экране. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Сабинский район. В Татарстане началась подача тепла, пока батареи потеплели в трети соцобъектов и в некоторых жилых домах. Массовый запуск запланирован на следующий понедельник, 20 сентября. Готовность специалисты оценивают в 98%. Кому еще только предстоит завершить подготовку к новому сезону, где уже можно спать без второго одеяла, подробности в нашем репортаже. Батареи очень горячие. Сейчас как раз идет именно продувка всей системы отопления. Старт нового учебного года в этом детском саду проходит на позитивной ноте. Главная радость – до холодов успели поменять батареи. Прежние прослужили 30 лет. Отопление включили несколько дней назад. В этом году у нас была заменена полностью вся система отопления. И нам, слава богу, попался хороший подрядчик. Все качественно, все сроки. Новым, а главное, горячим батареям не нарадуются и воспитатели, и сами дети. Теперь в группе можно ходить налегке. Родителям не придется опасаться, что ребенок простудится во время сна. Сейчас детям комфортнее. Они могут ходить не только в колготочках, но и в носочках, и в футболочках, соответственно. Такая теплая атмосфера в каждом третьем садике республики. Тепло только начали запускать. В очереди школы, больницы, спортобъекты, библиотеки. В целом, к началу отопительного сезона в республике практически все готово, сообщил сегодня Минстрой. У нас сейчас готовность котельных почти на 100%. Остается 6 котельных, которые не подготовлены. Одна котельная в Пестричинском районе, 5 котельных в городе Казани. По объектам образования также готовность, мы видим, остается у нас в 2 районах. Это Пестричинском и Заинском. Объекты здравоохранения Менделеевский и Азнакаевский. В 14 районах Татарстана центрального отопления нет. Здесь используют двухконтурные котлы, которые чаще всего находятся в собственности самих жильцов. И они сами принимают решение, когда включить. Алексей Фролов призывает жителей тщательно относиться к плановому осмотру и ремонту оборудования. В прошлом году в Татарстане было несколько летальных случаев из-за взрыва газа. К сожалению, они и в Казани были по причинам газовых горелок. У нас в прошлом году и, как вы помните, в Зеленодольске был случай нехороший, связанный с взрывом газа там, в жилом доме. И в период подготовки к новому отопительному периоду управляющие организации, то есть мы от них требуем, чтобы они провели мероприятия, связанные с проверкой дымоходов и вентканалов. По нормативу тепло в жилые дома должны подать, если в течение 5 дней среднесуточная температура будет меньше 8 градусов. Пока в Татарстане было гораздо теплее, но уже к четвергу в республике похолодает. На сегодняшний день тепло в Татарстане есть лишь на трети соцобъектов и жилых домов. О массовом запуске тепла можно будет говорить только через неделю, 20 сентября в понедельник. Юлия Гоголь, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.
Объем загрязненных сточных вод, спускаемых в Волгу, к концу 2024 года должен сократиться в 3 раза. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета по экологии. Говорили о федеральном проекте оздоровления Волги. В нем участвуют 15 регионов, в том числе и Татарстан. Объем финансирования проекта больше 17 миллиардов рублей. За последние 2 года в республике построено и реконструировано 11 очистных сооружений. Не только в Казани, но и в Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах, Вагрызском и других районах. Для этого на территории Республики Татарстан предполагается строительство и реконструкция 14 очистных сооружений в бассейне реки Волги и ликвидация 2 объектов накопленного экологического вреда. Общий объем инвестиций региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений, направленных на достижение результата сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, составляет 10,98 миллиарда рублей. У 51 жителя республики подтвердился диагноз ковид за минувшие сутки. 21 человек госпитализирован, сообщает оперативный штаб. Больше всего заражений в Казани, здесь 20 случаев, в Челнах 14. В России за сутки выявлено 17 837 новых заболевших. Привились на сегодня в республике 1 042 000 человек. Больше 900 тысяч из них получили 2-й компонент. Уникальный мастер-класс по исправлению плоскостопия прошел сегодня в 7-й больнице Казани. Его дал президент Российской ассоциации хирургов стопы Алексей Мазалов. Он специально приехал из Москвы. За ходом операции следили 7 ортопедов Татарстана в онлайн и офлайн форматах. Для них это уникальная возможность. Ортопеды отмечают, что в последнее время число пациентов с плоскостопием увеличилось за счет выявляемости во время диспансеризации. До этого операции по исправлению плоскостопия в Казани в большей степени делали приезжие врачи. Теперь это смогут и наши ортопеды. Как пациенту внедрили кость-имплант, увидела Алия Харудзинова. Это значит, что без операции ситуацию не исправить. Пациент – женщина 48 лет. Это уже ее 2-я операция. 2 года назад в ее левую стопу нижегородские врачи внедрили костный имплант. Все прошло успешно. Сегодня исправлять плоскостопие на правой ноге взялся Алексей Мазалов, президент Российской ассоциации хирургов стопы. Все операции сохраняют суставы, и восстанавливают арку стопы, и тем самым сберегает не только форму и структуру стопы, но также весь вышележащий опорно-двигательный аппарат. Это тазобедренный сустав, коленный, то есть бич нашего времени – это деформирующий артроз. Во время операции между костями стопы устанавливают имплант. Он может быть титановым или донорским. Титановый удалят через 2 года, когда кость примет нужную форму. А донорский имплант удалять не нужно, он приживается. Его сегодня и поставили. Имплант должен устранить смещение костей, тем самым избавить человека от плоскостопия. Опыт хирургии стопы в Казани существовал. Когда-то это все начиналось в институте травматологии, но какого-то серьезного развития не вышло. Мы этот опыт с удовольствием применяем у себя, внедряем. Операции по исправлению плоскостопия в Татарстане начали делать 5 лет назад. Сейчас это 80 операций в год, половина из которых по квоте. Раньше нашим пациентам приходилось ездить в Москву, Петербург и Нижний Новгород. Благодаря таким мастер-классам наших специалистов в этой области должно стать больше. Вот так я потихонечку хожу. Вот. Накануне такую же операцию сделали 2 пациентам. У Юлии Сидоровой врожденное плоскостопие. Первые боли появились 10 лет назад. Были сначала не такие постоянные, а сейчас уже переросли в постоянные. И, то есть качество жизни страдает. То есть иногда коленки прямо до коленок хочется прямо в сторону отставить. Я, конечно же, безусловно, очень рад. У меня было, то есть, 2 варианта. Либо ехать в платную клинику в Москву, либо же, дождаться специалиста. Пациентам предстоит долгая реабилитация. 1,5 месяца в гипсе, потом практически заново учиться ходить. На полное восстановление уходит 2 года. Такие мастер-классы московские врачи сейчас дают по всей России. В Татарстане за уникальной операцией наблюдали хирурги, травматологи, ортопеды, как онлайн, так и офлайн. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Кадровый голод в школах Татарстана. Почему выпускники педагогических вузов не идут в учителя? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
Ваша победа – это начало успешной карьеры и профессионализма. С победой на национальном чемпионате WorldSkills Russia сборную Татарстана поздравил Рустам Минниханов. Лучшую команду страны сегодня чествовали в Казанском Кремле. Молодые профессионалы республики третий год подряд занимают первое место в общемедальном зачете. Из Уфы наши ребята привезли 140 наград. Они выбирают рабочие профессии и доказывают, что лучшие в своем деле. Результат кропотливой работы и многочисленных тренировок. Я искренне поздравляю чемпионов, призеров. В зале 177 молодых профессионалов. Это сборная Татарстана по профмастерству. Победителей национального чемпионата WorldSkills, который прошел в Уфе, с успешным выступлением поздравляет президент. Ваша победа – это, прежде всего, старт успешной карьеры и профессионализма. Каждый из вас сегодня мирового уровня специалист. Вот то, что вы сегодня показали, это ваша конкурентность, это ваше будущее. 32 золотые, 46 серебряных, 31 бронзовая медалей. Результат нашей сборной. Татарстан на первом месте в общем медальном зачете. Абсолютное первенство у Москвы. В пятерке сильнейших еще Башкирия, Санкт-Петербург и Московская область. Моя специальность – лабораторная диагностика. Алина Шеймухаметова – победитель в компетенции лабораторный медицинский анализ. Она набрала 1523 балла. Это максимум среди всех участников и всех компетенций. И это в первую очередь бесценный опыт. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что же все-таки я могу. Могу я много. Парикмахерское искусство, флористика, сантехника и отопление, кирпичная кладка. Всего 105 компетенций. Наши лучшие даже в сложных. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Ильяс Исамиев планирует и дальше в этом развиваться. Я хочу связать свою деятельность с беспилотниками, потому что это очень перспективно в наше время и будет востребовано в будущем обязательно. То есть это такая надежная сфера, где можно самореализоваться. Отдельное направление на чемпионате WorldSkills Juniors. Это юниоры, школьники, но тоже уже лучшие в стране. Нам нужно создать модель спутника и провести его испытания. Борьба была очень жесткой. Удивляет наши молодые ребята, это наши юниоры, для которых эти компетенции еще не стали их профессиями будущего. Да? Это те направления, которые их интересуют и которые они развивают. И действительно дети 10-12 лет показывают мастерство, показывают уровень знаний. Финал национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia в Уфе собрал почти 2000 студентов вузов, колледжей и школьников из 76 регионов страны. Эти победы молодых профессионалов только начало. Перед ними теперь открываются новые возможности. Одни, попав в сборную России, теперь будут готовиться к мировому чемпионату. Другие сами уже станут экспертами WorldSkills. А третьих ребят уже приглашают на работу крупные компании мирового уровня. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Награда от президента указом Рустама Минниханова за выдающийся вклад в развитие фосфороорганической химии профессору университета Амстердама Ламерт Макупу присуждена международная Арбузовская премия в области фосфороорганической химии и звание международного лауреата. Продолжается визит в Казань главы Ростуризма Зарины Дагузовой. Сегодня в Казанском Кремле ее принял президент Рустам Минниханов. Он вручил ей медаль в честь столетия ТССР. Затем обсудили вопросы развития туризма, совершенствования инфраструктуры гостеприимства и популяризации туристических маршрутов нашей республики. Зарина Дагузова прибыла в Татарстан накануне. Она сопровождала первый субсидированный чартерный рейс с туристами из Москвы, организованный в рамках федеральной программы. Рустам Минниханов сегодня посетил выставку турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана. Мастер лично устроил экскурсию по выставочным залам и рассказал президенту о некоторых своих работах. Левент Карадуман – эксперт в сфере турецкого исламского искусства и считается одним из лучших реставраторов старинных рукописей в стране. В завершении президент принял участие в написании одной из картин. Напомним, выставка Карадумана проходит в галерее Хазина в рамках фестиваля исламского искусства «Шамаиль Арт-2021». İmza atabilirsiniz burada bu şekilde. Pul koyarım ben. İmza. Ha? İyi. Üzerine bol.
Сегодня в Казанском Кремле государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев встретился с новым генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым. Шаймиев поздравил дипломата с вступлением в новую должность и пожелал успехов. Он отметил, активное сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном традиционно способствует укреплению российско-казахстанских отношений. В ходе беседы обсудили вопросы совместных проектов в сфере культуры, образования и сохранения языка. Сегодня в Казани открылся Всероссийский молодежный форум «Дни татарской молодежи». Церемония прошла на площадке театра имени Кариева. Здесь 180 участников из 30 регионов России поприветствовали концертом. Во время форума ребят ждут различные мастер-классы, уроки татарского языка и встречи с известными спикерами. Продлится форум до 18 сентября. Напомним, Дни татарской молодежи проводятся в Казани с 90-го года. Они объединяют татароязычных ребят страны, расширяют культурные и деловые контакты. Особенно интересно, что ребята приезжают сюда с разными инициативами. У них есть возможность, благодаря вовлеченности экспертов, высоких спикеров, мастеров в разных направлениях, обсудить, как они могут доработать свои проекты и в дальнейшем реализовывать их на межрегиональном уровне. Я с большими ожиданиями ожидал вот именно этот день, потому что я в первый раз, это очень важно, услышать свой регион и услышать другие регионы. Татары из всей России, из всей страны вообще съезжаются в один город. Это очень классно, потому что можно обменяться опытом, можно завести новых друзей, также поддерживать отношения потом после мероприятия. Ровно год назад в этот день ушла из жизни народная артистка Татарстана и Башкортостана Хамдуна Темиргалиева. Легендарная певица похоронена на кладбище Курган, что под Казанью. Сегодня сюда почтить ее память пришли близкие, коллеги и поклонники. Они возложили цветы к могиле певицы, вспомнили ее творчество и жизненный путь. Хамдуна Темиргалиева – уроженка села Кутлиярова Бураевского района Башкортостана. Она многие годы была солисткой татарской филармонии, также выступала с сольными концертами. В репертуаре народной артистки более 1000 песен, свыше 200 из них татарские народные. Именно их исполнение в особенной манере принесло артистке популярность. Она никогда не подгибалась ни под кого. Она говорила прямо. Если это несправедливо, она в глаза говорила. За кем-то, за спиной она никогда ничего не... Стрелы не выпускала. Это был человек творчества. Для нее было важно сцена. Перепеть Хамдуню Темиргалиеву практически невозможно. Все ее песни, которые она исполняла, это только принадлежат, естественно, ей. Какой бы великой ни была в глубине души, она всегда оставалась деревенской девочкой с ранимой душой. До сих пор не верим, нам ее очень не хватает. В дни выборов депутатов Госдумы всех проголосовавших ждут приятные бонусы. Так, в Казани избиратели получат специальный браслет. По нему все 3 дня будет бесплатный проезд в общественном транспорте и вход на все организованные мероприятия. В пятницу в 5 вечера на Баумана начнутся съемки ток-шоу «Вечерний город». В субботу улица Профсоюзная частично станет пешеходной. Здесь развернется молодежная площадка с показами модной одежды и дэнс-баттлами, граффити, фестиваль. У Дворца земледельцев в субботу и воскресенье пройдет гастрономический фестиваль. Также на избирательных участках в Казани горожанам предложат продукты первой необходимости по закупочным ценам. Кульминацией дня в воскресенье станет большая праздничная программа у стадиона Акбарс-Арена. Здесь концерт Салавата Фатхудинова, Умы Турман, Олега Газманова и других артистов. В 10 вечера небо озарит салют. В этом году мы подошли к этому вопросу, как никогда. Это будет большой праздник для жителей города Казани, для проголосовавших. Вообще для всех. На самом деле мы считаем, что это абсолютно правильно, и все жители должны это прочувствовать. Большое государственное событие в масштабах страны. Хэт-трик в первом матче за команду. 3 мяча Андерса Дрейера помогли Рубину одержать самую крупную победу в этом сезоне. Казанцы на поле центрального стадиона обыграли Урал. Как новички делают результат и чего ждать от команды в матче против «Зенита», Алмаз Гафиятов. Такого в истории Рубина не было никогда. Выйти на поле в первый раз, забить на 2-й минуте матча, а затем сделать хит-трик. Датский футболист Дрейер сотворил небольшое чудо в Казани. Я счастлив. Это была хорошая игра. В первом тайме у нас был хороший контроль. Сыграли дома на 0 и победили. Поэтому я счастлив. Тренерский штаб Рубина изначально подготовил тактику быстрого гола. С такими командами, как Урал, необходимо забивать сразу. Схема сработала. Забили 2 быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник наш удивил своей тактической расстановкой, потому что мы, когда готовились и даже имели возможность анализировать их
последнюю контрольную игру против Крыльев. Они ни разу не использовали схему с 3 центральных защитников. Рубин улучшил свои турнирные показатели. Победа позволила подняться на 4-е место в турнирной таблице. Все, что хорошо заканчивается, и концовка, когда уже возникло большое количество свободных зон, у нас уже продолжали возникать моменты, и даже когда мы сделали несколько замен. Следующая игра 20 сентября против лидера российского чемпионата. Победа над «Зенитом» дает теоретические шансы выйти на 1-е место. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Очередной циклон спешит в наши края, и с теплом придется на какое-то время прощаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево температура ощутимо понизится. Днем дожди, одевайтесь теплее. Буквально вчера в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге было по-летнему тепло, но холодный атмосферный фронт понизит температуру, пройдут осенние дожди. Ветрено и прохладно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше температура понизилась до 13 градусов. Облачная погода с прояснениями в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Днем также дождь, похолодает, особенно это будет заметно в ночное время, всего 5 градусов выше нуля. На юго-западе в Болгаре, Дрожжаном, Буинске синоптики местами также обещают дождь, температура понизится. Унылая пора набирает обороты и в центральных районах. Холодно, ветрено и дождливо. Циклон, принесший дожди, их похолодание, задержится в наших краях довольно долго, и улучшение погоды в ближайшие дни ожидать не стоит. Так что укутываемся в теплые вещи и наслаждаемся осенью. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в «Доктор Ост». С помощью новейших технологий «Доктор Ост» создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. 15 сентября в Казани облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди. Утром местами туман, будьте внимательны на дорогах. Ночью плюс 9, а днем 11 градусов выше нуля. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%. Магнитное поле Земли спокойное, но изменения в погоде могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.